В 2026 году в Башкортостане предстоит провести кадастровую оценку всех земельных участков. Об этом поговорим сегодня в интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии Светлана Санникова, руководитель учреждения «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация». Светлана Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, у нас с вами есть информационный повод для того, чтобы обсудить, почему в 2026 году нужно будет необходимо провести кадастровую оценку абсолютно всех земельных участков республики. Согласно федерального закона 237 о государственной кадастровой оценке, кадастровая оценка проводится один раз в 4 года. На основании приказа Министерства земельно-имущественных отношений от февраля 2025 года в 2026 году государственное бюджетное учреждение планирует провести государственную кадастровую оценку всех земельных участков, всех категорий, которые учтены в едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Башкортостан. Что такое кадастровая оценка, вот если само понятие для наших телезрителей объяснить? Кадастровая оценка – это уже результат оценки объектов недвижимости, который формируется на основании ценообразующих факторов. То есть оценка, кадастровая оценка, простыми словами, это та стоимость, по которой определяется налог на имущество, на земельный налог. То есть на основании кадастровой оценки формируются государственные пошлины, простым языком. Значит, выкупная стоимость объектов земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это наши налоги. Как нужно будет провести именно кадастровую оценку? С чего начать? Как дальше делать? Как проходит процесс? Ну, как я уже упомянула и сказала, что у нас на территории Республики Башкортостан в соответствии с приказом Министерства земельно-имущественных отношений в 2026 году значит, рассчитывается и будет рассчитана кадастровая стоимость всех объектов. 2025 год – это такой основной, я тоже считаю, что период и год для сбора информации. То есть все правообладатели, заявители могут обратиться к нам, государственное бюджетное учреждение, простым языком это БТИ, с подачей декларации. В этой декларации, значит, необходимо приложить документы, отразить факторы, которые будут влиять на кадастровую стоимость. То есть до того, как будет сформирован промежуточный отчет оценки, все заявители могут обратиться к нам с замечаниями. После того, как уже этот отчет будет утвержден, значит, в Росреестре, заявители, правообладатели могут к нам обратиться с заявлениями о исправлении ошибки, если таковые будут, и, значит, с заявлениями о получении разъяснений. Все это можно сделать путем, значит, обращение через офисы МФЦ, через портал госуслуг, либо самим лично явиться в наши офисы, которые расположены в городе Уфа, это по адресу, значит, Бессонова 26А, и еще у нас есть один офис, который расположен в центре города, это 50 лет Октября 2. Пожалуйста, обращайтесь, подавайте декларации, это просто необходимо. Это все мы делаем в 2025 году. Светлана Николаевна, я правильно понимаю, что жители со всей республики должны в БТИ прийти именно в Уфе или в районах есть муниципалитеты? Нет, у нас есть структурные подразделения по Республике Башкортостан. Пожалуйста, на сайте нашего учреждения БТИ РБ размещена вся информация. Заявление также можно подать и в структурных подразделениях. Еще раз говорю, 38 структурных подразделений, филиалов и участков, которые находятся на территории республики. И для удобства подать заявление можно и на месте, если это лично. Но и еще раз повторюсь, что можно обратиться через электронные ресурсы МФЦ, госуслуги и электронная почта. Как рассчитывается кадастровая оценка? Кадастровая оценка, рассчитывается она на основании методик. То есть кадастровая оценка, она группирует объекты
в определенные группы, значит, и рассчитывается уже не индивидуально, а массово, на основании методических рекомендаций. Если, значит, рыночная стоимость объекта, она рассчитывается индивидуально, и на объект, естественно, влияет рынок. Рынок может меняться сегодня, завтра, то есть различные факторы, то кадастровая оценка, она проводится один раз в 4 года. Поэтому путем расчета методов и подсчетов. Если мы, например, зарегистрировали свой дом, да, свой земельный участок, на котором не было никаких инфраструктурных каких-то коммуникаций и так далее, вот сейчас они появились за эти 4 года, как-то это повлияет на кадастровую оценку? Конечно, потому что у нас, еще раз говорю, оценка происходит один раз в 4 года, и, естественно, все экономическо-социальные факторы, они влияют. То есть влияет местоположение объекта, где расположен, влияет, значит, и размер земельного участка, а конкретно уже на расчет, значит, объекта влияют другие факторы. Это площадь земельного участка, это разрешенный вид земельного участка. Ну, площадь я уже сказала. Поэтому, да, влияет очень сильно. Кадастровая оценка у кого-то в основном увеличивается или уменьшиться тоже может? Ну, вы знаете, у нас нет такой цели достижения того, чтобы кадастровая оценка должна быть всегда завышена. У нас цель расчет объективной кадастровой оценки, кадастровой стоимости. Конечно же, с учетом различных факторов она может как и понижаться, так и повышаться. Поэтому здесь факторы влияющие, поэтому это рассматривается методиками. Конечно же, с учетом того, что в 2026 году будет у нас вот следующая оценка, конечно же, будет повышение некоторых земельных участков, соответственно, будет и повышение стоимости. И повышение налога. Повышение налога. Еще раз хочу заметить и остановиться на том, что чем выше кадастровая стоимость, естественно, тем выше земельный налог. Поэтому факторы различные, они влияют, и еще раз говорю, местоположение, социально-экономические факторы, они очень сильно влияют на объекты недвижимости. А если владелец все-таки не проведет кадастровую оценку, вот такой вариант возможен? Ну, такой вариант исключен. Почему? Потому что, в каком случае он может не провести? Если данный земельный участок не внесен в единый государственный реестр недвижимости, то есть в Росреестре не стоит на учете, потому что в первую очередь мы придерживаемся оценки всех объектов, которые учтены на территории Республики Башкортостан в ЕГРН Росреестре. Лучше провести кадастровую оценку в 2026 году или это можно, допустим, заранее сделать вот сейчас, в 2025? Ну, как я сказала, 2025 год – это такой ответственный период, когда, значит, обрабатывается вся информация, собирается вся информация и учитывается вся информация. Потому что на различных стадиях этого формирования у нас заявители, еще раз говорю, могут обратиться к нам с различными обращениями. Это может быть и разъяснение, это может быть и замечание, это может быть и заявление об исправлении ошибки. То есть в этом случае государственное бюджетное учреждение удовлетворяет данное заявление, пересчитывает кадастровую стоимость, выдает решение и сообщает, естественно, заявителю официальным образом о том, что стоимость изменилась в сторону увеличения или в сторону уменьшения. Или, значит, у нас еще есть досудебный порядок. То есть, если все-таки заявитель у нас не согласен со своей кадастровой стоимостью, он может обратиться к нам согласно статьи 22.1 этого же федерального закона о государственной кадастровой оценке, значит, приложив заявление в установленном порядке, значит, приложив также отчет о рыночной стоимости,
и обратиться к нам с заявлением об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной. В этом случае, значит, заявление рассматривается 30 рабочих дней и принимается решение либо положительное об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, либо об отказе. Если заявитель получает отказ, в этом случае он может обратиться в суд. Если он будет не согласен с нашими доводами, то он обратится уже в суд. И хочу сказать, что все обращения, те, которые идут в наш адрес, в адрес бюджетного учреждения, они, значит, основаны на безвозмездной основе. То есть они бесплатны. Мы рассматриваем это все бесплатно. А вот в случае обращения, заявления, подачи заявления значит, о установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, здесь правообладатель несет некоторые расходы, потому что отчет рыночной стоимости, естественно, ему стоит за это заплатить, он стоит денег. Поэтому вот здесь вот расходы у него есть. А бюджетное учреждение все обращения рассматривает на безвозмездной основе. Светлана Николаевна, еще один момент хотела бы уточнить. Если вот провели кадастровую оценку, но я с ней, допустим, не согласен, могу ее оспорить? Вот постфактум. Постфактум, да, вот я сейчас вот как бы ранее разъяснила вот эту всю процедуру, то есть есть досудебный порядок обращения к нам, это уже после утверждения отчета, после, значит, принятия решения об установлении кадастровой, приходите к нам в бюджетное учреждение, подача заявлений тоже также через интернет-ресурсы, то есть это любые офисы МФЦ, это, значит, портал госуслуг, пожалуйста, сайт БТИ, либо лично обращайтесь к нам с приложением всех установленных документов. Весь перечень документов, он есть на сайте БТИ РБ у нас. Все эти заявления, они утверждены в соответствии с законом. И получив тот или иной, значит, ответ, решение, уже заявитель принимает решение. Если он не согласен, идет в суд. Но хочу заметить, что на сегодняшний день, в соответствии со статьей 22.1 федерального закона, значит, обращение в наше учреждение ГБУ не ограничивается одним разом. То есть, если замечания будут устранены, то есть повторно можно подать пакет документов, заявление, и также как бы будет принято решение уже в положительную сторону. А если уже заявитель не согласен, то он однозначно принимает решение обращаться в суд. Итак, резюмируя все вышесказанное, в 2026 году в республике пройдет кадастровая оценка всех земельных участков, и это нужно сделать обязательно каждому. Это нужно сделать обязательно каждому. В 2025 году, в течение всего года, если у вас изменились характеристики объекта, фактическое использование объекта, пожалуйста, подавайте декларацию, как я уже сказала, лично, либо через интернет-ресурсы, для того, чтобы в 2026 году мы получили с вами уже извещение о правильном начислении налога, значит, который будет зависеть от величины кадастровой стоимости, потому что величина кадастровой стоимости зависит на госпошлины, на, значит, начисление налога, на аренды земельных участков, еще раз говорю, которые находятся в муниципальной и государственной собственности, и на различные другие виды выплат. Поэтому обязательно необходимо это сделать своевременно. Светлана Николаевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об особенностях кадастровой оценки, почему это необходимо и что от этого зависит. Спасибо. Благодарю. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.